В эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели». В студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. Высокотехнологичная офтальмологическая медицинская помощь теперь доступна для социально незащищенных слоев населения. Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова проводит выезд специализированного мобильного диагностического комплекса, оснащенного аппаратурой. На наличие заболевания глаз проверили и канашцев. Подробности далее. С 12 по 21 апреля МНТК «Микрохирургия глаза» ездит по отдаленным населенным пунктам, оказывает диагностическую помощь людям. Встреча в Канаше состоялась на базе комплексного центра социального обслуживания населения. Гостей встречали глава администрации Виталий Михайлов, главный врач города Рената Федорова и директор Центра обслуживания населения Наталья Иванова. В Канаш прибыли министры здравоохранения Владимир Степанов и труда Алена Елизарова. Важность данного мероприятия обусловлена чем? Мы все прекрасно понимаем, что возможности у людей разные. И вот эти вот выездные формы работы, как говорится, особенно социально незащищенным слоям населения, она позволяет выявить своевременно у большего количества населения. То есть и для удобства пациентов непосредственно, то, что мобильный комплекс приезжает и выезжает на места непосредственно, проводит диагностику, отбирает, значит, пациентов, которые нуждаются в более серьезном лечении, и даже осуществляет трансфер этих пациентов из населенных пунктов Чувашской республики в МНТК «Микрохирургии глаза» и проводит там соответствующее лечение. Сегодня нас первый раз посетила мобильный диагностический центр микрохирургии глаза, значит, с бесплатной услугой по проверке зрения, по диагностике. Сегодня у нас получатели услуг находятся здесь. Это как несовершеннолетние наши подопечные дети, также и получатели услуг граждане пожилого возраста. Проведение диагностики необходимо для выявления различных офтальмологических заболеваний среди пациентов и социально незащищенных слоев населения и последующего оказания им современной высокотехнологичной медицинской помощи. Такую же практику с выездными встречами провели в республике Марий-Эл. Опыт показал эффективность. Выявляемость заболеваний была на высоком уровне. Многим вовремя сделали операции на допустимом этапе течения болезни. И вовремя, и периодически посещать офтальмолога очень важно, поскольку самые начальные признаки заболеваний, некоторых опасных заболеваний, первое время незаметны для пациента и могут быть определены только во время осмотров у доктора, проведений офтальмологических измерений. Поэтому очень важно именно профилактически посещать окулиста и выполнять его рекомендации. То есть есть специальные рекомендации посещать офтальмолога и контролировать, например, внутриглазное давление после 40 лет нужно раз в год. Если у пациента имеются какие-то соматические хронические заболевания, которые могут, например, оказать влияние на структуры глаза, то пациент тоже выполняет рекомендации, посещает пациента согласно этим рекомендациям. Но, как правило, это раз в год. Этого достаточно при наличии, так скажем, какой-то нетяжелой патологии и для профилактических целей. Бывали ли случаи, когда пациент вовремя обратился, и у него сложную какую-то болезнь диагностировали вовремя и смогли вылечить? Да, конечно. Пациент бывает просто приходит, например, подобрать очки, его беспокоит ухудшающееся зрение вблизи, связанное с возрастом. А во время осмотра мы у него обнаруживаем высокие цифры внутриглазного давления во время предварительного обследования, а затем во время осмотра пациента уже детального обнаруживаем у него, например, начальной стадии глаукомы. Глаукома – это такое заболевание, которое развивается очень коварно и исподволь. И на первых стадиях пациент может совершенно не предъявлять никаких жалоб, не замечая, что у него повышенное внутриглазное давление, которое приводит к необратимым изменениям зрения и без отсутствия должного лечения к слепоте. Поэтому пациент, обращаясь с жалобами просто на снижение зрения вблизи, узнает о том, что у него есть такое заболевание, грозное заболевание, но поскольку оно выявлено на начальных стадиях, пациенту будут даны рекомендации, если он их будет соблюдать, он может видеть хорошо и качественно долгие-долгие годы.
В рамках проекта планируется принять детей с ограниченными возможностями здоровья. Подобные мероприятия позволят обрести зрение и жить полноценной жизнью. Олеся Григорьева, Владислав Васильев. Специально для программы «Вести недели». Министерство финансов Чувашской Республики в рамках месячника «Финансовая грамотность учащихся и их родителей. Безопасное использование платежных карт» провело занятия со школьниками и студентами города Канаша. Наша съемочная группа ознакомилась с секретами правильного обращения с деньгами. Занятия прошли со старшеклассниками средней школы номер 5 и Канашского финансового экономического колледжа. В качестве экспертов выступили ведущие специалисты отраслевого ведомства и банков республики. Лекторы в своих выступлениях раскрыли вопросы возникновения денег, объяснили, как правильно инвестировать свои накопления, грамотно организовать финансовое планирование и защитить себя от мошенников. То есть какие виды вложений? Инструменты для инвестирования. Это депозит. Ну, под депозитом мы что понимаем? Вклады, драгметаллы принесли в банк и получаем на этом доход. Доход? Да. Но он очень маленький, небольшой. Можно вложиться в недвижимость. Многие этим занимаются, приобретают недвижимость. Недвижимость растет в цене. Построили, сделали ремонт, продали, заработали. Покупают новую недвижимость, растет в цене, продали. Либо приобрели недвижимость, сдали ее в аренду и получают доход от сдачи. Валюта, криптовалюта, хорошая доходность, да, можно вложить, многие деньги хранят в валюте. Во-первых, гораздо стабильнее, чем рубль, но тоже не особо растет. То есть растет только когда какие-то в стране или за рубежом волнения, нестабильность. И есть еще облигации и акции, о которых я хочу вам рассказать. Это было сверху традиционное, это что-то, возможно, для вас немножко такое далекое, но этого бояться не нужно, это очень интересно и очень доходно. Ребята с интересом слушали, задавали вопросы, учились отличать настоящие купюры от подделок. Но сейчас, говорят, очень хорошие подделки есть, качественные, скажем так, где даже делают водяные знаки. Ну вот посмотрите на свет, там есть водяной знак. Водяной знак у нас будет написано 100 рублей и здание, ну в данном случае театр. Если говорить, например, о 500 купюре, 500 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей, то там уже будет голова памятника в качестве водяного знака. Не здание, а голова памятника. То есть это, в принципе, тоже интересно. Олеся Григорьева, Владислав Васильев. Вести недели. Весенний призыв в армию – это ежегодный процесс, при котором молодых людей от 18 до 27 лет отправляют на срочную службу. Начался призыв 1 апреля, продлится до 15 июля. Сколько человек этой весной идут в армию – в нашем сюжете. На днях состоялась первая весенняя призывная комиссия по городу Канашу. В этом году нужно отправить более 60 новобранцев. Всего по 3 муниципальным образованиям по городу Канашу, Канашскому и Янтиковскому районам в армию должны направить более 160 молодых ребят. Медицинская комиссия подтвердила, что приглашенные на первую призывную комиссию ребята полностью здоровы. Самыми востребованными войсками по-прежнему остаются ВДВ, ВМФ и пограничные. С 1 апреля 2021 года военный комиссариат приступил к медицинским и призывным комиссиям муниципальных образований. И более 130 ребят мы должны призвать и отправить в российские войска по различным родам войск. Оповещение за март месяц мы провели, приступили к призывным комиссиям. Должен заметить, ребята идут с желанием служить, проходить военную службу. Конечно, это традиционно хотят ВДВ, ВМФ, спецназ. Но распределение проходит у нас по состоянию здоровья, образованию. Ну и, естественно, мы рассматриваем и желание. В своем выступлении генерал-полковник Бурдинский «Красной звезде» интервью дал четкие нам указания, что мы не имеем права рисковать здоровьем призывников, и поэтому требуем и от призывников, и врачи, специалисты, которые к нам с муниципальных образований приезжают, мы, работники военного комиссариата, все привились в перчатках, в масках, проводим медицинские комиссии. Весенний призыв призываются ребята, те, которые заканчивают учебное заведение автомобильной школы ДОСААФ России. 16 ребят обучаются в данное время в Канашской автошколе.
4 отправили на категорию Е. Ребята в данное время обучаются в КАНТЭТ, но еще параллельно обучаются в автошколе на категории Е. То же самое подлежат призыву, весенний призыв. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что 38 ребят подали заявление, в том числе 8 девчат в высшее военное учебное заведение. Нас это каждым годом радует. Ребята желанием поступают в высшее военное учебное заведение. Указ президента Российской Федерации подписаны. Значит, те ребята, которые отслужили в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, достойно отслужившие вернутся в родные края. Мне предложили через военкомат выучиться на категории Е, ДОСАФе. Я произвел свои интересы и пошел учиться. По направлению военкомата учусь в ДОСАФе России на Е категорию. Проявил интерес, поэтому поступил. Олеся Григорьева, Владислав Васильев, Военный комиссариат. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч. Каждому в радость комфортный, а главное выгодный поход по магазинам, особенно если все, что вам необходимо, находится в одном месте. Магазин низких цен «Светофор» дарит вам такую возможность. Широкий выбор, продукты для каждого члена вашей семьи на любой вкус, лакомства для домашних любимцев, игрушки и уход для малышей, косметика для тела и волос, бытовая химия на любой случай, текстиль для дома и многое полезное и нужное в хозяйстве вы, несомненно, найдете в магазине «Светофор». А итоговая сумма чека, безусловно, приятно вас удивит и обрадует. Уважаемые покупатели, прямые поставки от производителей в магазины «Светофор» дают нам возможность предлагать цены покупателям ниже рыночных на 20-30%. Наше главное преимущество – экономить бюджет покупателя. Наш ассортимент на постоянной основе обновляется и добавляется. Чтобы ваши покупки стали интереснее, мы всегда вам предлагаем товары по акции, также сезонные товары. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Ежедневная закупка или же подготовка к грандиозному торжеству, магазин «Светофор» экономит ваше время. В этот магазин я приезжаю с Татарстана, 80 километров. Мне он нравится, тут есть все, что надо. С магазином «Светофор» вы обеспечены хорошим настроением, экономией своего времени и денег. Очень хороший магазин, здесь приемлемые цены, товар тоже интересный, обновляется. Все очень интересное, все очень привлекательное, в принципе, рада, все хорошо. Нам, пенсионерам, этот магазин очень доступен. Спасибо огромному этому магазину. Магазин низких цен «Светофор» ждет вас по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Минтай свежемороженый 1 килограмм 99,90. Стиральный порошок 6 килограмм 304,90. Колбаса сервелат зернистый 1 килограмм 159,90.